Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся в семейном поселке Холмы. Здесь вовсю строим большой, красивый дом параметрами 8 на 10, дом из брусов, 1,5 этажа. Как видите, стены в доме мы уже подняли, и сейчас вовсю приступили к устройству кровли. Этот ролик я хотел бы посвятить не красоте, красоте будет посвящен следующий видеосюжет, а этот сюжет давайте посвятим технологии, потому что важно знать не только, что он красив, это издалека и так видно, да? Красивый дом издалека. А давайте приблизимся к нему и разберем его на части. Поговорим о фундаменте, об обвязке, о сечениях пола, о высоте потолка, о пироге крыши. Очень важных элементах, от чего будет зависеть качество, долговечность вашего дома. Давайте. И начнем с фундамента. Здесь мы видим мощный фундамент, он сечением 200 на 200 3-метровый. Если мы под легкой пристройкой видим 150 на 150, то здесь мощный. Почему же? Здесь невысокая несущая способность грунтов. Здесь 2 метра глины, потом идет суглинок. И для увеличения несущей способности, а нам необходимо минимум 5 тонн на сваю, мы применили сваи большего сечения. То есть мы не подбираем так на шару, да, какие. То есть мы исходим от несущей способности грунтов, что важно. Дальше идет гидроизоляционный слой и мощная обвязка. Вот этот мощный брус. Для чего он нужен? На него идет масса всего нашего дома. Представляете, дом здоровенный, он на него давит, и этот брус распределяет нагрузку на сваи. Он должен быть мощным и надежным. Часто строители, вот обратите внимание, у нас стыковка идет четко по центрам свай, брусьев, да, то есть нагрузка идет в центр при стыковке, и строго вертикально. Многие подпиливают горизонтально, другие строители, не мы, и ослабляют этот брус. Они его подрезают, то есть он уже становится тоньше. Существенное ухудшение. Повторюсь, на него давит сам дом, на этот брус, и плюс на него опираются половые балки. И второй брус тоже мощный, 150 на 200, здоровый, большой. Для чего? А давайте пройдем сейчас внутрь дома, и я вам покажу. И вот мы видим большой брус, большого сечения. Для чего же, да, мы его применяем? А чтобы врезать вот такие большие, мощные половые балки. И у нас дом 8 на 10, то есть 8 метров, разделенный на комнаты по 4 метра. Длина данной балки с запасом на 4,5 метра. С запасом на прогиб. Чтобы ваш пол не прогибался и ваш сервант не дребезжал. То есть надежная здесь должна быть балка. Плюс ее высота позволяет сделать утепление пола минимум в 20 сантиметров. Понимаете, да? То есть второго зайца мы убиваем. Мы сохраняем тепло в доме. Ноги будут в тепле. Также обращу внимание на ту же обвязку. Видите, пол, половая балка опирается на этот нижний брус. То есть он должен быть мощным и нормально запиленным. Понимаете, да? Мощным. Нравится, когда мощные сваи, мощная обвязка. Вторая мощная обвязка для половых балок. Мощные балки. Хорошие стены, например, они уже идут из бруса 150 на 150. Можем сострогать, если хотите придать им декоративный внешний вид, и вы существенно сэкономите на отделке. По стенам желательно применять пиломатериал 1-2 сорта. В данном случае приобретал сам заказчик, тут немножко другая сортность, но тем не менее можно придать эстетику. Тоже надежные, хорошие стены. 150 на 150 как внешние стены, так и внутренние. Потому что они же несущие. Да? Многие экономят, делая из бруса 100, который ведет потом. И они маются, мучаются, усиляют потом эти стены. У нас тоже 150 на 150 надежная стена. Ведь на нее же опираются, посмотрите, стены второго этажа и стойка. Обратите на это внимание. И пол второго этажа, то есть она должна быть тоже быть надежной. Идем дальше. Проходя дальше, мы видим окосячку оконных и дверных проемов. Они нужны, чтобы защищать окна и двери от усадочных процессов, чтобы брус не зажал окна и двери, и они там не были зажатыми, то есть они спокойно открывались и закрывались. Для защиты наших окон и дверей окосячка обязательно нужна.
По высоте отмечу. Дело в том, что по нормативу в чистоте для регистрации дома высота от пола до потолка должна быть 2,50. Следовательно, нужно учесть и чистовую отделку. Здесь пойдет фанерная лага, потом сама фанера. Это минимум 5 сантиметров вы съедите полом. По потолку пойдут коммуникации, например, вентиляция и электрика. Дальше вы ее спрячете чистовой отделкой. Это может быть или гипсокартон, это может быть и натяжной потолок. Это сантиметров 10, то есть 15 сантиметров вы съедите. Поэтому в черновом варианте высота потолка минимум 2,70 или 2,85. 3 уже по необходимости, но 2,70, 2,85 желательно всегда делать. Дальше, что всегда забывают, никогда не учитывают, это лестничный проем. В данном случае он 1,80 м на 2,5 метра. И после нас лестничники кайфуют, потому что у них нет проблем с монтажом лестницы. Ведь надо высчитать ступени по высоте и ширине, да, чтобы попасть в проем. Чаще всего строители этот момент упускают, а потом маются, как в лючок сделать двухмаршевую лестницу. Вопрос к лестнице. Она должна быть двухмаршевая. Мы везде в жизни у нас встречаются двухмаршевые лестницы. Мы к этому привыкшие. И в своем доме она тоже должна быть двухмаршевая. Не забежная какая-нибудь такая, да, а удобная, эргономичная. То есть вы поднялись, площадка, поднялись наверх. Следовательно, марш должен быть под ваше тело. Желательно сантиметров 80. 80. То есть минимум 1,60 м. Желательно. Можно, если вы не уверены, вообще не уверены. Видите вот эти регулировочные болты? Вы делаете несущую балку. У нас, видите, под лестницу даже усиленно, дополнительно идет. Лестничную балку. И делаете, как можно сказать, на съемные крепления, на П-образку и вот эти глухари. То есть надо меньше, вы сместили, надо больше, вы отодвинули. Применяйте такое решение, если не уверены. Идем дальше. Мы уже на втором этаже. Хочу показать мощь и надежность. И все начинается вот несущая стойка, да, как жестко она зафиксирована. Сначала наживлена желтыми надежными саморезами и жестко зафиксирована вот этими глухарями. И так везде. Каждая несущая конструкция. Вот идут усиленные уголки по каждой стропильной ноге, которые жестко ее фиксируют. Помимо того, что стропильная нога просто посажена на морлат, на верхний брус, еще каждая зафиксирована. Это про надежность. То есть жесткая фиксация идет внизу, жесткая фиксация идет по уровню потолка, болтами и гвоздями, и жесткая фиксация идет по коньку. Даже можно обратить, что там стыковка идет брусьев по коньку тоже по центрам стойки. Прошу обратить внимание. И также все зафиксировано усиленными уголками и глухарями с каждой стороны. Это про надежность. Вот этот ригель потолочный, вот эти распорки, они придают, помимо того, что они выполняют функцию потолка, они придают еще жесткость кровли. Вот крыша, снег сюда нападал, и чтобы она не прогибалась, излишнего давления на крышу не было, распределение этого давления, этой массы снега. Вот эти распорки, как в машине, да, они существуют. И функция потолка, и функция распорок. То есть надежно. Еще тонкости. Прошу обратить внимание, да, вот на такие даже стойки, которые есть. Вот этот жут. Понимаете, с наружной стороны может быть минус 30, и воздух заходить холодный и выходить отсюда. Ведь в дом утепляется между данными стойками. И отсюда с каждой стойки будет сифонить. Чтобы такого не было, мастера прокладывают жут. Вот такие тонкости, маленькие тонкости. Но от этого зависит сам конструктив дома. Его теплота, его надежность, его уют. Так, пару слов о крыше. У нас идет надежная стропильная нога, жестко зафиксированная, говорил уже. Потом идет гидропаразоляционная мембрана. Для чего она нужна? Ведь тот конденсат, который скапливается под металлом, он падает. И падать куда будет, если не будут пленки? В утеплитель.
Ну, логично. А сырой утеплитель, он будет намокать и не выполнять свою функцию по сохранению тепла в доме. Следовательно, утеплитель надо защитить. Для этого применяются вот такие мембраны. Настелено. Дальше идет брусок, чтобы тот конденсат проветривался. И уже идет обрешетка. Ну вот тень от нее видна. И настил уже кровельного металла. Здесь мы видим пленки. Это ветрозащитные пленки. Они служат для того, чтобы проветривания здесь не было с улицы. Так, здесь основа готова. Я прошу оценить именно качество, надежность вот всех этих конструкций в каждом, вот куда вы бы ни посмотрели. Мы стараемся, и здесь реально все круто. Идем дальше. Сейчас покажу кровлю с другой стороны. Вот здесь мы видим весь масштаб, да, и красоту. Строительная, ну такая строительная радость моя. Вот пленка, о которой я вам говорил, мембрана. Вот этот брусок. Здесь идет проветривание подкровельного пространства. И пошла вот эта надежная, хорошая обрешетка. И пойдет уже металл, который нас ждет вон там. Серый, графитового цвета, модный сейчас цвет. Мы сегодня добиваем это полностью. 2 основных ската. Завтра приступим уже к настилу металла. Основная крыша будет готова. Буквально до завтра она уже будет нами готова. Идет усиление по нижней части. И идет сдвоенная доска по коньку, чтобы крепить, ну, все декоративные планки. Это тоже мы учитываем. Так? Ну так оцените, пожалуйста, в целом общую красоту. Насколько аккуратненько здесь все выглядит. Если сама основа дома, все ее параметры и диагонали, в первую очередь, все совпадает, то кровлю собирать весьма легко. Представляете, то есть если дом ромбом собрать прямоугольник, да, видит, ну, начало такую прямоугольную крышу, которая вот так вот соединяется, то есть основа это прямоугольник, который уходит в треугольник. То есть весьма сложно. То есть геометрия основного дома должна быть идеальная, чтобы поднять идеально кровлю. То есть, ну, такой момент хотел вам сказать. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом или сделать кровлю, а также сделать внутреннюю или наружную отделку, приглашаем вас на консультацию. Все расскажем, покажем, сделаем вам сметный расчет. Ну и вы идете спокойно принимать решения. Будем рады, если выберете нас уже для выполнения данных строительных работ. Ваш центр домостроения. До встречи на консультации. Пока-пока. И до встречи и на стройке. Построим дом вашей мечты. Все, пока.